Одним из самых оперативных регионов стали Набережные Челны. Уже к полудню там проголосовало более 30% горожан. В их числе был и мэр Автограда Наиль Магдеев. Всего правом голоса в городе обладали 390 тысяч человек. В день голосования на площади перед мэрией состоялась развлекательная программа с участием молодежных творческих коллективов города. Мы иногда много говорим о правах наших граждан, но это очень важно, право. Но еще есть определенные обязанности. Права мы свои очень знаем хорошо, но не всегда, к сожалению, выполняем свои обязанности. Поэтому я считаю, что это обязанность любого гражданина прийти и выразить свое мнение. А вот в Нижнекамске во всех зданиях, где расположены избирательные участки, работали выездные прививочные бригады медиков. В центральной больнице города голосование проходило прямо на больничной койке. Чтобы войны не было, чтобы всегда чистый небо, как сегодня было. Вот я за это, чтобы у детей будущее, чтобы было. В Альметьевске своя медицинская зона. Избиратели смогли измерить артериальное давление и проконсультироваться со стоматологом. Самый крупный участок города насчитал более 2500 избирателей. На площади города устроили большой праздничный концерт с интерактивной фотозоной и мастер-классами. Чтобы, как говорится, город Альметьевск у нас процветал, новые лица, совершенно новые идеи получается. Вот. Для этого и стоит выбирать новых кандидатур, чтобы они как-то более развивали, более усовершенствовали, молодили город. Для того, чтобы определять судьбу своего народа, своего города. В Елабужском районе работа проводил 61 избирательный участок. Из них 39 расположены в городе. К 8 часам уже стояла очередь из желающих отдать свой голос. Школа номер 10 – самый большой участок в городе, почти 3000 человек, 73 из которых голосовали впервые. Я, наверное, человек старой формации, мы воспитаны в чувстве долга. Во-вторых, я учитель в школе работаю и обязана показать пример, наверное. Поэтому настрой бодрый, абсолютно делаю то, что нужно делать. Гражданский долг исполняю. Впервые сегодня голосует и самый молодой город России. В Иннополисе, наконец, открылся свой избирательный участок. До этого жителям города приходилось ездить в соседнюю деревню Верхнеуслонского района. Проголосовали 3 улицы. В городе проживает 3000 человек. Сегодня в небо запустился воздушный шар как символ новой страницы в истории города. Здесь голосую первый раз, да, поэтому специально, вот видите, взял вчера открепительное удостоверение. Роль парламента республики для Иннополиса непосредственно очень велика. Очень много нормативных правовых актов принимается, большая работа ведется. Да, собственный город был создан на основании закона, который был принят нашим парламентом, предыдущим составом. Я прописана в городе Иннополис. Я 3 года здесь живу, поэтому и проголосовала тоже здесь. Из города будущего в город прошлого. Свияжский день выборов проходил наряду с гастрономическим фестивалем. Сначала бюллетень, потом уха. Самая маленькая по площади и численности жителей поселений Зеленодольского района Островград насчитывает 193 избирателя. Избирательный участок в туристической жемчужине Татарстана открыли в одном из исторических зданий – бывшей земской больницы, построенной в конце 19 века. Я выполнила свой долг, сходила на выборы, проголосовала. И мы приехали сюда отдыхать, провести время, выходные. Долгожительница села Буралы, что в Знакаевском районе, тоже поучаствовала в голосовании. Магира Залединова сама прийти на участок не смогла. К ней домой пришли члены участковой комиссии. А вот сам район Азнакаева мог бы конкурировать с другими регионами по количеству именно молодых избирателей. Все обдумал еще раз и проголосовал за человека, которому я вот решил довериться. Вот. И вот уже иду обратно домой. Свое решение не поменял. Вот. И чувствую ответственность за принятое решение. В поселке Бирюли Высокогорского района все по сельским законам. Как и должно быть. Сначала долг, потом дело. Сразу после голосования жители поселка отправились на сбор урожая. С чувством выполненного долга собирать картошку вдвойне приятно. Мы люди деревенские, поэтому у нас долго не спят. У всех работа, кому-то нужно в поле, у кого-то хозяйство. Поэтому у нас, как правило, основной большой наплыв идет до обеденного времени. Город Мамадыш не менее отличился и устроил автопробег от Пекина до Парижа. А вот в том же Мамадышском районе то ли выборы, то ли сабантуй. Жители села Старый Кумазан в конных повозках с песнями под гармонь отправились на голосование. Вот пойду сам на свой концерт. Все встречаемся около Казани-арены в 17:00. Будем петь песни. Ира, рай-рура, Ира, рай-рурира.
Пел сегодня и Антон Солокаев, но только после того, как проголосовал. Солист группы «Волга-Волга» на выборы ходит всегда. Никакой агитации, отмечает артист. Каждый решает для себя сам. Правда, он в этом вопросе категоричен. Ведь не воспользоваться своим правом выбора значило бы просто подарить кому-то другому возможность решить, в какой стране жить. Поэтому, если ты идешь на выборы, я считаю, что это правильное решение. И для меня это просто моя жесткая, четкая гражданская позиция. То есть я здесь не люблю обычно там сопли разводить. На выборы ходить нужно. Я так считаю, я это делаю. Голосование в Татарстане прошло на почти 3000 участках. На 154 в республике были установлены комплексы для электронного голосования. Такой системой смогли воспользоваться в общей сложности более 200 000 избирателей. Диляра Юсупова, Андрей Ключников, 7 дней.